Приветствую вас в студии на открытом воздухе. В эфире программа Ice News и я ее ведущая Саргалана Неустроева. Сегодня в эфире. Аэропорт Среднеколымска закрыт в связи с подтоплением паводковыми водами. Путешествие верхом на лошадях протяженностью в 15 тысяч километров начинается с Якутии. Якутские ученые придумали, как использовать лед для отопления. Аэропорт Среднеколымска закрыт в связи с подтоплением паводками водами взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в Госком ОБЖ региона. По информации на 20 часов по местному времени на реке Колыме вследствие затора у райцентра уровень воды составил 12 метров 9 сантиметров. При критической отметке 12 метров ровно. Частично затоплена взлетно-посадочная полоса. Аэропорт Среднеколымска закрыт, говорится в сообщении. По информации Минтранса Якутии, стыковочные рейсы будут организованы через аэропорт поселка Белая гора. На месте работает опергруппа комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Проведены взрывные работы, в результате которых образовался раскол льда. Отмечается, что затопление жилых домов не зафиксировано. В городе идет укрепление дамбы Воинская. Развернут первый пункт временного размещения. Якутские ученые приспособили лед для отопления помещений. Так, сотрудники Института мерзлотоведения запатентовали устройство для стабилизации температуры в закрытых помещениях, которое работает при таянии льда, сообщает «Российская газета». В основе устройства лежит простой принцип. Летом лед в аккумуляторах тает за счет тепла солнечной энергии, а зимой выделяемое при замерзании воды тепло обогревает помещение до около нулевых отрицательных температур. Испытания устройства длились 2 года. При этом изобретатели отмечают его экономическую. Астрахань. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. Отмечается, что это была мощнейшая буря за последние несколько лет. Ветер повалил по всему городу огромное количество деревьев, дорожные указатели и рекламные щиты. В результате стихии пострадали 2 человека. Кроме того, из-за бури случились частичные отключения электричества в ряде районов. В результате около 320 домов остались без света. Помимо Астраханской области, буря накрыла также Дагестан и Калмыкию. Как сообщают сотрудники Астраханского гидрометцентра, они наблюдают подобное явление впервые. Между тем, пока в Астрахани бушует пыль и ветер, в Нерюнгринском районе выпал снег. Объясняется необычное для мая явление паводка. Снег синоптики также прогнозируют и на севере, и северо-востоке республики. На юге 23 мая дождь, сильный ветер до 9-14 метров в секунду. 23 мая на побережье Булунского и Анабарского районов до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3, +2 градуса. На северо-западе, северо-востоке местами -3, -8. На юге 0, +5 градусов. Днем температура повысится до +15.
С девизом «По жизни на коне» путешествие верхом на лошадях протяженностью в 15 тысяч километров начинается с Якутии. Более подробно в сюжете Надежды Саханской. В местности Усть-Хатын состоялись торжественные проводы в дальний путь. Якутские коневоды Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев, которые планировали верхом добраться из Аймикона до городов Европы, теперь отправляются в конное путешествие до Москвы. Идея такого необыкновенного странствия появилась однажды во время обычных посиделок. Разговаривали в избушке, когда сено косили. Он рассказал о мечте своей. Он сказал, то, что хочет на кругосветное путешествие на лошадях. Ну, от этого разговора так мы поговорили, подумали, все взвесили и решили поехать. Потомственные коневоды загорелись идеей такого необычного похода еще давно. Но только сейчас им удается выполнить свой план в реальности. Этот путь они посвятят столетию якутской автономии. Согласно расчетам, сделанным вместе с Русским географическим обществом, путь займет около 2 лет. Однако путники рассчитывают приехать в столицу к лету 2022 года. За время путешествия, которое стартовало 1 марта, они уже успели проехать несколько районов и провести пару месяцев в Якутске. Такая продолжительная стоянка обусловлена подготовкой к дальней дороге. Сейчас подковались, да и ковид внес свои коррективы, вакцинировались. Вы сами знаете процедуру. Это долгая процедура, из-за этого вот задержались. Стоит отметить, что выбор породы лошади для приключения не случайный. Якутская лошадь неприхотлива, способна позаботиться о себе сама и выдерживает резкие перепады температур. Одна из целей такого путешествия – показать всему миру выносливых якутских лошадей. Словом и делом коневодов-экстремалов поддерживают жители Аймиконского района. Они принимают участие в подготовке к продолжительному походу и очень переживают за своих земляков. Наш район, конечно, 1 марта вот этого года организовали большое тоже проводы. Это было в марте месяц, 1 марта, да. И там участвовали тоже Усалданский улус, делегация Усалданского улуса и Аймиконский улус. И они, конечно, и без народа Аймикония, там, которые, кто смог, да, приехали проводить наши ребят, и свои тоже пожелания, алгыс вот передавали. Если этот проект будет исполнен, тогда для нашего это имеет большое значение для нашего народа Саха и народа, проживающих в нашей Якутии. Сами путешественники признались, что уже и нет мысли о том, чтобы бросить все на полпути и вернуться назад. Наоборот, после преодоления 1000 километров они загорелись своей идеей еще сильнее. Жителям Якутии же остается следить за обновлениями в путешествии конных экстремалов. Надежда Саханская, Павел Пахомов, Якутск. Певица Манижа прошла финал международного конкурса «Евровидение». В этом году он проходит в Роттердаме, Нидерланды, в составе команды российской исполнительницы якутянка Юлина Попова. Вместе они исполнили песню «Russian Woman» – «Русская женщина». Своими эмоциями и впечатлениями Юлина поделилась с нашим корреспондентом в Москве Айсеной Бурнашовой. Хип-хоп с русскими народными мотивами. Выступление Манижи и ее команды покорило жюри и слушателей по всему миру. По итогам голосования Россия, выступившая под 3-м номером, попала в десятку финалистов. Russia! В центре внимания и громкое название песни «Russian Woman» и эффектное платье Манижи. Кстати, лоскутки для этого костюма присылали женщины со всей России. Проект с платьем просто, это такая бомба. Там есть якутский кусочек, знаете, да, в этом. Это было так приятно, он где-то вот здесь, вот прям на видном месте. В национальном Бастыня по бирюзовой ковровой дорожке прошлась и сама Юлина. Покровчанка, выпускница Высшей школы музыки, участница шоу «Голос» и «Главная сцена». Она работает с Манижей уже 1,5 года. В интервью якутянка восторженно говорит об атмосфере Евровидения и о том, что еще 6 лет назад видела себя на сцене этого конкурса. В 2015 году я смотрела выступление с Полиной Гагариной, мне было тогда 23 года, и можно сказать, что я свизуализировала такой момент. И я увидела себя в таком длинном платье. Я вспоминаю этот момент 8 марта на нацотборе, когда на мне было
такая, ну, похожее платье на рясу. Вот этот момент. Прикольно, что так бывает. Многомиллионная аудитория, эйфория звуков и голосов. Евровидение проводится уже в 65-й раз. В 2020-м из-за пандемии коронавируса престижный международный конкурс не состоялся. Поэтому на этот год возложены большие надежды и участников, и зрителей. Мир буквально замер в ожидании заключительного этапа конкурса. Уже 22 мая в эту субботу в Роттердаме состоится финал Евровидения. На сцене встретятся участники из 26 стран мира и поборются за первое место. Согласно жеребьевке, Россия выступит в первой части финала. Старт выступлений запланирован на 10 часов вечера по московскому времени. Айсена Барнашова, Джур Березкин, Виктор Олесов, Роттердам, Москва. А тем временем видео с выступлением Манижи на YouTube набрало рекордное 6 миллионов 600 тысяч просмотров. Радостной новостью певица поспешила поделиться со своими подписчиками сети Instagram. К посту Манижа прикрепила восхищенные отзывы иностранных пользователей. Многих воодушевляющая песня певицы вдохновила и позволила ощутить в себе силы русской женщины. Это были все новости к этому часу, но я с вами прощаюсь. До встречи.